песнямі, танцамі, тэатральным прадстаўленнем з купалінкай, купалам і нячыстай сілай сустрэлі купальскую ноч жыхары вёскі Тэльмы. Па традыцыі дзяўчаты плялі вянкі з гаючых траў і вадзілі карагоды. У нас будет участвовать и задействованы более 40 участников кружков художественной самодеятельности. Сегодня здесь можно будет увидеть и Лешего, и Водяного, и Купалу, и Купалинки, и Нестерка. Сегодня здесь будут свою программу показывать ведьмы, кикиморы. Я думаю, что программа сегодня самая насыщенная и самая интересная. На народныя гулянні, прысвечаныя святу Івана Купалы, прыйшлі цэлымі сем'ямі. Для вяскоўцаў выступіў народны ансамбль песні «Спадчына» і народны інструментальны ансамбль «Сябрына». По мере возможности, когда мы дома, мы стараемся выйти на такие праздники, потому что у нас народная самодеятельность, наш хор выступает, и всегда интересно посмотреть, как танцуют, как поют, их народные костюмы, они выступают на многих конкурсах. Это весело, это есть повод людям собраться, веселятся дети, веселятся взрослые, всегда интересная программа, очень хороший ансамбль «Спадчина», мы его очень любим, потому что это народность, и это так приятно. На купальскую ноч існуе шмат містычных абрадаў і рытуалаў. Адным з галоўных лічыцца запальванне агню. Здаўна з апошнімі промнямі сонца па высокіх берагах і на пагорках закладвалі ачышчальныя вогнішчы. Вакол іх вадзілі карагоды, спявалі і скакалі праз полымя. У Брэсцкім раёне купальскае вогнішча распалілі і вёсцы Клейнікі. Праздник Купали у нас отмечается каждый год. Очень радует то, что мы поддерживаем эту традицию. Хотелось бы, чтобы поддерживали остальные наши места, наше будущее поколение. Очень интересный, очень увлекательный, красивый в своем роде праздник. Я здесь сегодня как гость, мне очень-очень нравится праздник. Здорово, что традиция сожжения костров сохранилась. Оказывается, единственная в районе. Олеся Семеновская, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».